Добрый день. Очередную нашу беседу хотелось бы посвятить теме исторического героизма от некоторых народов. Вот, например, осетинские ученые, я считаю, что дезинформируют свой народ, чужие народы, о мнимом, якобы историческом особом мужестве осетин. Хотя в действительности об этом могут сказать все соседи осетин. Вот как выглядят осетины по сравнению с окружающим народом в трудах самих осетин. Вот в одном из материалов пишется: осетины во время царствования Вахтанга Гатсала так напугали грузин, что те продолжительное время не смели пикнуть. Страница 106. С другими народами имели частые столкновения. Например, кабардинцы часто нападали на осетин, но те постоянно имели превосходство во всех отношениях. Черкесы сражались с осетинами, но всегда оставались побежденными. Чеченцы довольно часто боролись против осетин, но каждый раз в боях брали осетины вверх, так как они стояли выше их по общему развитию. Про ингушей тоже говорят, что в отношениях было такое же положение, но не указывают, правда, кто брал вверх и так далее. Но все равно указывается. Вот периодическая печать Осетии об Осетии осетинах, она опровергает подобные утверждения. Вот что пишет один из исследователей в газете «Кавказ» в 1865 году. До прихода русских все туземцы нынешнего Осетинского округа жили в горах, постоянно враждуя между собой. Никто из них не смел даже показаться на равнине, на плоскости. Там бродили тогда хищнические шайки, говорит, ингушей, чеченско-кабардинцев, которые нападали, нередко убивали, грабили и уводили их в плен. Они вообще не спускались на равнины. Другой автор свидетельствует о качествах. Да, они не храбры, говорит, и боятся войны, ночью отважны, кровожадные, разбойники, воры и плуты. О давнем особом отношении России к осетинам свидетельствуют источники. Вот осетины, например, нравы всего народа грубые находятся на степени первоначальной дикости, один пишет. Но все равно они их использовали. Внутренние междоусобия производят большой вред, умножает бедствие и до того стесненного ихнего положения, пишет другой автор. Впрочем, прежнего изменились при благотворительных мерах русского правительства, пекущихся об осетинах с особенным участием, как о народе, лучшим из всех горцев. Ну, лучше имелось в виду для царского самодержавия. Осетинский и ряд других уже ученых, они считают, что осетины это наследники древних аланов, невзирая на то, что от исторических аланов не осталось не то, что там двух слов для идентификации языка, и никаких примеров для того, чтобы отождествлять их с осетинами. Для идентификации осетин с аланами нет никакой возможности, так как по утверждению самих осетинских ученых, осетины сложились в устойчивое этническое общество к XIV веку. Вот смотрите, где этот материал. История СУАСР, 89 год, страница 141. Под руководством академика Новосельца. А мы знаем, что по материалам даже тех древних авторов, которые были современниками аланов, что аланы еще с 1 века упоминаются во многих. У того же Флавия и так далее. Вот Василий Абаев, прикрываемый властными структурами, как примитивный наперсточник, на протяжении нескольких десятилетий манипулировал, заведовал ложными словосочетаниями. То пишет осетины аланы в скобках, то аланы в скобках осетины. Последовательная, упорная, беззастенчивая ложь вот таких ученых, она привела к голословному принятию многими уже посредственными исследователями, без никаких исследований, без никаких трудов, аксиомы торжества аланов и осетин. Историк V века Иордан называл алан керти алан, истинные аланы. Смысл ингушского языка объясняет: керти головные, главные. Балкарцы обозначают словом алан своего друга. Амиан Мерцелин писал о аланах. Они не имеют никакого понятия о рабстве, все одинаково благородного происхождения. Давайте попробуем дать возможность какому-то народу, который подходит под это условие несословного общества. Кроме ингушей нет. Даже у чеченцев были князья собственные. И Турловы, и Чермоевы, и так далее, и так далее.
Интересно в этом плане такая оценка, вот когда комиссия после завоевания Кавказа, комиссия по установлению прав и сословий, она когда разбирала, обратилась, говорит, какая-то группа ингушей, сказали, что мы были дворянами исторически. Они сказали, нет, говорят, у вас все были равными, как и у алам. Не дали им такой возможности. Осетины практически не могли иметь ничего общего с аланами. Почему? Потому что у них даже в семье было сословное разделение. В одной семье, да. А у ингушей, они находятся под чьим... Вот, например, Гербер пишет, что они находятся ни под чьим владением, не платят никому подати. Другой ученый пишет, равенство всех членов общества ингушей является гордостью ингушского народа. Хаджи Мурад Мугой Осетин сам пишет, ингуши являются единственным народом, у которого никогда не было никаких сословий. То есть, как и у алам. Материальное свидетельство равноправия служит форма захоронения ингушей в общих усыпальницах, где вслед похоронили всех членов данной общности. Если мы, например, историю Осетии обратимся, то у них богато хоронили в склепах, а рядовых общинников, крестьян хоронили в простых могилах. То есть это уже и в захоронениях не было равенства. У осетин эти классовые различия присутствовали в одной и той же семье, где отец был женат на женщинах разных сословий. Если это богатая женщина, то они, вот эти, являясь господами тех детей, которые от простой женщины. Дети от простой женщины были их не рабами. Они их могли присвоить, наследовать, обменять, продать и даже убить. Ну какие же аланы? Вот, например, у адыгов, как по обычному адату, вот исследователь пишет, по обычному адату пши кабардинский мог присвоить себе имущество, жену, дочь любого кабардинца. Тоже без описания аланов не входит, не подходит. Средневековые аланы отличались от син не только, что разница была, вот как пишет исследователь, они по своему масштабу, эта разница стоит между крайними вариантами европеоидной расы. Крайними вариантами. Интересно отметить, что в эпосе осетин нет разделения героев по сословию. То есть, получается, и эпос-то у них не свой, не собственный. Если у них в каждой семье было различие по... Один из исследователей пишет, что сословные различия, они крайне жестко, крайне четко выдерживают у осетин. В отличие от ингушей, у которых все равны. Да, это... Эпос, то есть получается, что нашский эпос рожден в обществе равных сословий. А мы знаем, что у адыгов, кабардинцев там чуть ли не 14 сословных градаций было. Даже рабы были нескольких, зависимые люди были нескольких сословий. Одни это имеют право, другие это не имеют права. Такое сословное неравенство соблюдалось строго в семитических обществах. Вот и осетин тоже. Вообще осетины могут ли они иметь право к термину алан какого-нибудь отношения? Если в осетинском языке, по сообщению Василия Абаева, алан обозначает слово чужой. А собственного слова алан нету. А алон обозначает, собственно, чужой. При этом самого слова отдельно не встречается, а в словосочетании ацак алон это означает истинно чужой. Можете смотреть в первом томе этимологического справочника словаря Абаева на странице 101. Культовые заимствования кавказского субстрата объясняются только средствами ингушского языка. Вот их не осетинские. Вот Бурхор Али, это что? Божество хлебных злаковий. Бур это обозначает проса древняя, откуда идет ингушское борцак. Не от русского борцук, нет. Это древнее кавказское слово. Борцак. Ахор это злаковые или хлеб в зерне. Ал это господин. Осетинское слово господин, князь, алдар тоже идет из кавказионских, где ал это господство, а дар это наличие, осуществление, присутствие. Подобная же этимология у осетин в слове смотрящий за котлом. Вот, например, аку-ал. Что такое? Ака это котел, сковорода, а эл это господин. Имеет ли корень ал, например, отношение к ингушскому? Да самое прямое. Так как у ингушей даже слово дял, Бог, это сложное слово, состоящее из двух слов. Да, это отец, ал, господин. То есть отец-создатель. Вот как обращаются к Богу во многих народах.
Он наш Отец-Создатель. Правильно, господин наш? Не только обращение к Богу. Вот, например, смотрите, этимология слова жали. Жали это пастущая, вот у ингушей несколько обозначений собаки. Фу, жали там и так далее, и так далее. Если жали это пастущая собака, и жа овцы, и ал господин. Даже само обозначение гала, вот башня, оно это, что такое башня? Это сокращенное обозначение это словосочетание из двух слов. Га это тело, и ал это господин. Господин, так как башни сохранялись, ингуши как физически себя сохраняли. Возьмите древнее известное обозначение даряльского ущелья. Дарьял. Дери это шелк, а эл это господин шелка. Почему господин? Потому что все путешественники, которые в древние времена, оно с древних времен идет, они расплачивались обычно шелком. Или, например, у ингушей существовало древнее обозначение Алан, Уалой. Что такое Уалой? Властвующий, господствующий. Они точно передают смысл Алан из разных исторических хроник, что Аланы они господствовали, властвовали над окружающими народами. Вот любого информатора древнего почитаешь, и они это говорят. Есть другие маркеры, очень сильные маркеры. Средневековые хроники свидетельствуют, Аланы имели культовый праздничный день, воскресенье. Воскресенье это день они настолько чтят, что каждый может без опасения ходить даже среди тех, у кого они убили родителей. У Аланов было это. Или причинили какое-то другое серьезное зло. У ингушей по культовому представлению воскресенье властвует над временем. Где это указывается? Это у Чаха Ахриева, Башира Далгата и других. А Александр Дюма сообщал про ингушей, что в воскресенье они отдыхают, потому что это у них праздничный день. А у осетин, по свидетельству собственных иных исследователей, суббота – религиозный день отдыха, как воскресенье у ингушей или у алан.